участники и гости данной конференции. Мне сейчас предстоит почетная миссия представить вам книгу «Уйгуры Кыргызстана». Общество «Итпах» 25 лет тому назад, наряду с рядом национальных культурных центров этнических сообществ Кыргызстана, стояло у истоков создания ассамблеи народа Кыргызстана, чем мы и гордимся. Общество «Итпах» в тесном взаимодействии с ассамблеей народа Кыргызстана стремится создать толерантное общество в Кыргызстане и делает все для того, чтобы на нашем островке демократии был мир и спокойствие. Задачей авторов презентуемой книги является рассказать об уйгурском сообществе, истории народа, его драматических периодах, многогранной культуре, языке, традициях, вкладе в развитие Кыргызстана, о славных сынах и дочерях уйгуров Кыргызстана. Материал для книги собирался в течение последних лет. Это архивные документы, неоднократные полевые исследования общества Итпах по стране, рассказы информаторов, материалы средств массовой информации и многие другие. Идея создания книги принадлежит обществу уйгуров Итпах. Но должен сказать, что без помощи и поддержки всего уйгурского джамаата осуществление нашей идеи было бы невозможно. В книгу вошли фотографии многих современников, которыми гордится наш народ и вся страна. Это герои, руководители органов местного самоуправления, отраслей, ученые, чемпионы, артисты, врачи и многие другие. Их имена и труд прославили нашу страну Кыргызстан далеко за ее пределами, способствуют ее развитию по многим направлениям. Посредством этих строк хочу выразить им благодарность за их бескорыстный и неоценимый труд. Мы собрали и проанализируем большое количество архивных документов, в которых говорится о героическом прошлом нашего народа в годы строительства социализма, сталинских репрессий, Великой Отечественной войны. Искреннюю благодарность выражаем Запару Курбанову, Акбару Балдунову, Осману Турдиеву, Махамаджану Ясыну, Абдрагиму Хафизову, Мавлидахану Ахметовой, Сабине Исраиловой, Мадине Муллахуновой, Наргизе Исмаиловой, Санабар Зуниевой, Бульбустан Эдеминовой, Райхан Баратовой за их существенный вклад в подготовку и написание данной книги. Глубокую признательность выражаю автору книги, выявившему ранее неизвестные документы в архивах нашей страны об уйгурах в первые годы советской власти, Союзе уйгуров в период сталинских репрессий и других аспектов жизни уйгурской общины. Вместе с нами упорно собиравшим материалы в полевых условиях на юге Кыргызстана, в Чуйской долине и Иссык-Кульской области, это Авладыко Асанханова. Надеюсь, что данная книга вызовет интерес не только внутри уйгурского сообщества, но станет своеобразным мостом в развитии межэтнического единства и согласия между разными сообществами нашего многонационального государства. Спасибо. А сейчас разрешите представить слово автору книги, доктору исторических наук, профессору Асанханову Авладыку Асанхановичу. Уважаемые участники конференции, я бы хотел бы очень кратко остановиться, как зародилась эта книга. Один прекрасный день бросит меня Хаджиев. Пожалуйста, если можете, напишите введение той книги, которую мы написали. Я посмотрел эту книгу, я сразу сказал, я писать не буду введение на этой книге, потому что это портретная книга, здесь нет истории уйгурского народа, нет героизма уйгурского народа в годы социализма и в годы независимости. Где история самого народа? Да, личности надо, но тем не менее, я говорю, надо писать историю народа, который сделал историю. И они согласились. Так получилось, что всякая инициатива наказуемая. И они сами попросили, я вынужден был согласиться и в течение 4 месяцев подготовили книги. Сразу скажу, дорогие участники конференции, у кыргызов есть такая пословица: «Джону сайса гимсайды атыралды манаска». То есть, если перевести на русский язык, врага победил народ, но слава осталась завтра. То есть, что я хотел сказать? Если не было бы моих помощников, книга бы не вышла
за 4 месяцев. То есть, вы знаете, кто готовил книгу, кто писал книгу, знает, что книга готовится годами. Если, чтобы вышла книга серьезная, чтобы она была читаемая, да? В первую очередь мы должны сказать, что мы нашли очень многие ранее неизвестные архивные материалы об уйгурах в годы, первые годы советской власти, то есть 20-е, 30-е годы. Например, до сих пор не было известно, вот мы историки, да, профессиональные историки знаем, союз уйгур мы не имели понятия, мы это ввели. В архивах нашли, что такое союз уйгуров. Что интересно, в союз уйгуров входили национальные, то есть этнические общины Дунга. То есть, поскольку они были депортированы или были переселенцы из Китая, то есть они уйгуры взяли под свое крылышко Дунга. Это что интересно. Второе. Уйгуры вошли в состав Хощу, то есть они активно принимали участие в установлении советской власти, кооперировании, индустриализации и строительстве советской власти. Ну, вы знаете, в конце 30-х годов пошла волна сталинских репрессий. Для примера хочу сказать, дорогие соотечественники и уважаемые гости, от Абиите в одной яме лежат тела 138 наших соотечественников. Из них 45 кыргызы, 36 уйгуры. Представьте себе. Тогда по процентному отношению киргизы составляли 50%, а уйгуры всего лишь 1%. И это была великая трагедия в страницах истории уйгурского народа. Они пережили очень большие трагедии. И главное, без вин никакой вины нет. Единственная вина их является, что они были переселенцами из Китая. Под кавычками. Их обвиняли, что они являлись шпионами в Великобритании. Об этом книге имеется. И тогда, я думаю, не ради хвастовства скажем, автор книги. То есть мы выявили такие вещи, что уйгуры за день, за ночь, тысячи уйгуров, чтобы спасти собственных детей, матерей, родственников из самого себя, записались узбеками и кыргызами. Кыргызами записались те, которые жили в Атбашах, Караколе, Чуйской долине. А узбекам записались за ночь те уйгуры, которые проживали на юге Кыргызстана. Сегодня насчитывается более 50 тысяч кыргызов, но наши полевые исследования вместе с Хаджиевым доказали, что сейчас, на сегодняшний день, на юге Кыргызстане, я не могу сказать, больше, чем статистики. Они говорят, у них самоидентификация очень крепко держится. Говорят, мы уйгуры. Великое сожаление записались узбеками. Поэтому, воспользуясь случаем, я хотел бы обратиться, я в книге тоже обратился к уйгурам. Уже в другое время мы живем совершенно в островке демократии, демократического общества. Пора уже, не надо бояться. Синдром страха надо отбрасывать назад, и смело можно записаться уйгурами, дорогие соотечественники. Теперь хотелось бы сказать, книга не была бы такой сжатый срок без моих товарищей, без моих коллег. Прежде всего хотелось бы поблагодарить моих учеников, которые работали в архивах, нашли эти материалы. Анализ, написание осталось за мной, но они мне предоставили материалы. Те, которые вы нашли, их заслуга, фамилия имеется. Второе. Идея
многие какие-то вещи были мне неизвестны. Я сам не уйгуровед, я сам кыргызовед. Но благодаря таких людей, как Музафар Курбанов, пожалуйста, встаньте. Баудинов, пожалуйста. Гурдистан Евдеминова, пожалуйста, встаньте. Наша красавица Райхан Баракова, пожалуйста, встаньте. Вот благодаря таких людей, Пархоменко, где Пархоменко? Благодаря этих людей книга состоялась. За 4 месяца я бы даже, знаете, как говорят, менің башымөкі болса да я не смог это подготовить. Им спасибо. Прежде всего, вам спасибо. Потом, я, знаете, что я хотел еще на одну вещь остановиться. В полевых условиях я увидел великих людей Кыргызстана, сыновей и дочерей Кыргызстана уйгурского происхождения. Вот здесь вы написали славные дочери уйгуров, да? Я бы еще добавил бы славные дочери уйгуров, потому что они вложили огромный труд в развитие Кыргызстана и процветание Кыргызстана. Хочу привести 2 примера. Не могу не сказать теплые слова об Еже Ибадатхан Сиитова. Она сидит здесь. Давайте похлопаем ей. Замечательная женщина. Она одна из первых в условиях мусульманской среды села за рулем комбайна и механизатор. Чуть не стала героем. Кавалер ордена Ленина. Благодаря ее деятельности расцветала Ашхар-Кыштан. Я буквально вчера пришел на эту конференцию из Харасу. Вот Мирас Первый на Киркасе же знает, я проехался в тех местах, где и там увидел, что в Кашкар-Кыштаке не было конфликта. В Харасинском районе был конфликт, а в Кашкар-Кыштаке не было. Это возможно благодаря таких людей. Спасибо. Рахмат. Ибадат-хан. Теперь еще об одном человеке хочу сказать. Насер Азнабакир. Вот это прекрасный, до мозга костей человек, интернационалист. Председатель райисполкома города Узген. О нем говорят легенда. О нем говорят, слагают легенды. Как он сделал парк, как он воспитывал людей, как он Узген превратил в цветущий город. Говорят о нем. Если его не было бы конфликт 1990 года. Чтобы его узнать, моим информатором был Бектимир Мырзабраимов, уроженец Узгена. Он еще раз подтвердил о железном человеке Насера Азнабакира. О таких людей можно говорить. Вы книгу почитаете и узнаете. И еще об одном. Последнее хочу не отнимать ваше золотое время. Еще об одном. Знаете что? Если я книгу написал благодаря моих коллег, товарищей, помощников, это не говорит, что эта книга написана идеально и всеохватно, глубже до шире. Никак нет. За 4 месяца мы постарались что-то написать. Но я считаю, что выход этой книги является стартом, отсчетом новых глубоких исследований. И если что-то осталось за бортом, кого-то мы забыли, какие-то известные личности уйгуров, которые вложили огромный труд в развитие нашего Кыргызстана, то я перед ним извиняюсь. Будем написать другой книги. Спасибо. Владимир Михайлович Чамрахмат, я просто хочу, уважаемые участники сегодняшней конференции, с этим человеком я знаком не столь давно,
вот за то время, которое я знаком с этим человеком, и когда попросил ему быть автором нашей книги, и он с удовольствием согласился, как он здесь говорит, инициатива наказуема. Вот. Он всегда заряжал меня, вокруг меня людей своим энтузиазмом. Он был активным, и вот это его жизнелюбие, это его знание, то, что вот он ученый, нам придавало силы. И мы, честно говоря, все было, пока мы писали книгу, и хорошее, и везде, и мы в жару ездили, и в Августген, Джалафат, Кашгар-Кыштар, Харасу. Скажи откровенно, поругались. Да, и было так, что мы даже несколько раз ругались, но этот человек, я очень благодарен вам, вам большое спасибо от имени общества и города Итпак за ваш труд. Я хотел бы еще сказать, что, конечно, эта книга, то, что мы проводим сегодняшнюю конференцию, то, что мы проведем завтра, даст Бог, наши торжественные мероприятия, то, что мы написали эту книгу, это все это является следствием демократического развития нашего Кыргызстана, пути развития нашего Кыргызстана. И я думаю, вот те преобразования, которые у нас происходят в Кыргызстане, и мы, уйгуры Кыргызстана, на себя это очень ощущаем. Вот. Следующее слово я хотел бы представить заместителю председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Зухре Шидаковой. Произошел исторический момент. Книга вышла. Как она вышла, с какими трудностями, но она вышла. После автора говорить очень сложно, потому что автор изложил всю суть и его издание. Но сегодня мы ее листаем. Красивая книга, внешне да, внутренне красиво оформлена, я ее прочитала немножко, даже пролистала. Мы взяли ее в руки. Но какой труд в нее вложен? Какой труд вложен в эту книгу, я знаю, потому что я издала книгу сама. Называется она «Карачаевцы Кыргызстана. История и современность». Очень сложно. И книга вышла благодаря всему уйгурскому народу. Благодаря тому, что вы есть, среди вас есть славные дочери и сыны уйгурского народа, что легло в основу этой книги, не было бы народа, не было бы книги. И я думаю, что, как сказал автор книги, что продолжатели этой книги найдутся, история будет двигаться вперед, и книга будет продолжаться. Может быть, Абукан Асанатанов будет продолжателем этой книги, может быть, среди вас найдутся с дополнением святыни. Но просто хочется сказать вам, всему уйгурскому народу, огромное спасибо в лице Хаджиева и, конечно же, автору этой книги. Потому что книга эта будет историческая, она войдет сейчас во все библиотеки нашего государства Кыргызстан. И я думаю, все те, кому нужно будет познать что-то об уйгурском народе, основа есть и современный Кыргызстан и народ уйгурский, проживающий в ней, изложен в этой книге. Так что я думаю, она будет настольной книгой для уйгурского народа. И те, кто занимается этнической историей, тоже найдут здесь первоначальные азы того, что изложено в этой книге. Спасибо вам большое всему уйгурскому народу, Артык Абдрахманшан и, конечно же, Асанаканову за издание этой книги. И я желаю Ассамблее народа Кыргызстана и другим диаспорам, и кыргызам, и корейцам, и дунгранам, и другим, чтобы издавали такие хорошие книги, потому что они ляжут в основу истории развития народа Кыргызстана. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо, Зухра Махмудовна. А сейчас я бы хотел предоставить слово непосредственному участнику написания этой книги, которая сильно помогала нам. Это кандидат филологических наук, доцент Дильнур Асымова, Казахстан. Ассаламу алейкум, Джумала. Ассаламу алейкум, Кардашlar. Uyg'ur so'zlaydigan sababli bu yerda chaqirib turgan Uyg'ur qardoshlarimiz bor ekan. Uzun xalqaro bor. Endi ittifoqqa Kırgızistan'daki cemaatga üzerinden rahmetini samimiy üzerinden şimdi informasyonlarını duyurmuşlar. İdaredim sebebi birinchidan
mush kitobga qo'shilib, o'zingizning rasmingizni qo'sha olsangiz, boshqa bir fikrlarni eshitsangiz, men albatta buni qo'shaman. Chunki bu mening tarixim, mening vujudimning tarixi. Bu bizning butun Uyg'ur xalqining tragediya, faciali bir taqdirini biz bugun mush kitobda yozdik. Bugunda mening dadamning, mening ota-bobolarimning, mening o'zimning tariximda men hisoblayman. Chunki Uyg'ur xalqi o'zi bir o'ng xalq. Biz bir-birimizga o'xshamaymiz. Biz bir-birimizni gayda tinglashni bilmaymiz. Biz gayda hurmatlashni bilmaymiz. Lekin beshimizga eg'ir kun kelsa yoki bir ahvollar paydo bo'lsa, Uyg'urlar o'zining hurmatini bir-birisiga bildirib, o'zlari ravnodushlik deymiz. Beparvoligimizni bildirmay, biz o'zimizning vafodorligimizni bir-birimizga bildirib, o'shunday bir kitoblarni chiqara olamiz. Agarda bir avtorlar o'z oldida buni o'tirib yozsa, masalan, qirg'iz xalqi o'z xalqi to'g'riliq, qozoqlar o'zining xalqi to'g'riliq bir kitobni o'tirib yozsa, ular ishonchli yoza oladi. Biz bo'lsa, ahkamimizga qaraymiz. Endi bugun mana avvalgi abimiz dedi, bizni ichimizdagi qo'rqinchni hozir unutishimiz kerak. Biz ichimizdagi dardimizni shunday kitoblar orqali xalqqa tanishtirishimiz kerak. Biz o'zimiz bilan emas, balki xalqaro o'zimizni ko'tarib chiqishimiz kerak bugungi kunda. Shu endi mush kitob birinchi Qirg'iziston Uyg'urlariniki yaratgan birinchi mushunchalik darajada chiqargan birinchi kitobi bo'ladi. Ham men o'ylaymanki, bu oxirgi kitob emas, bu birinchi qadam. Keyingi kitoblarni endi o'zlarimiz qo'rqmay, biz Uyg'uriya deymizmi, biz Uyg'ur xalqi deymizmi, biz Uyg'urlar deymizmi, shuni qo'rqmay etishga bugun urinishimiz kerak. Onunla avtorga rahmat, mush gaplarni siz aytganingiz uchun sizga rahmat. Endi men bugun yana bir narsani aytishim kerak. Bugun biz tarixiy bir vaziyatda o'tiribmiz. Qirg'iziston tarasidagi Uyg'urlar ochiq holda bugun o'zining tarixini, o'zining madaniyatini, o'zining dardini bugun kam mushu aholining ichida biz o'zimiz aytyapmiz. Biz ilmiylar emas, biz balki xalqaroda o'zimizning ahvolimizni har doim aytishga tirishyapmiz. Shunga mushu Qirg'iz davlatiga, Qirg'iziston prezidentiga, assambleyaga o'zimning rahmatimni bildirishga ruxsat etaman. Endi men bugun yana bir narsani aytmoqchiman. Ras ittifoq bugun 25 yilligini o'zimizga nishonladi. Bugun 25 bir chorak asr ichida o'zimizning mushu yurtda yetishgan ham dunyoda o'zimizni to'g'rilayotgan ahvolni ittifoq madaniyat markazi hukumat darajada ko'tarib xalqaro tanishtiradi bu zaman ko'rsatadi. Endi ittifoqqa men o'zimning rahmatimni bildiraman. Ras ko'p talashlar bo'ldi. Bir kitobni yozish o'ng'ay emasdan xuddi bir bola tug'ilgandek bo'ldi. Bir yozning ichida qanchalik bir-birimizni o'ch ko'rib ketdikki, qanchalik bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rib ketdikki, endi men shuni izlab bilaman, chunki men shu o'tdan qaynab chiqdim. Ham bu kitobning qadrini men o'zimning dilimdan shu bu qadrini bildirib fikrlar bergankin, men bu qanchalik bu bola ekanligini, qanchalik narsa ekanligini men o'zimdan tushunyapman. Hem sizlarni bu kitobni ochganda kamchiliklar bor deb o'ylamay, bu birinchi qadam bu. Birinchi balimiz bu. Tunji deb bu kitоб chiqmadi bu deb ko'rsama shuni men iltimos qilaman. Buni olimlar qilamaganda sizlar qilganlar ittifoq sizlarga rahmat. Спасибо. Я еще раз всех сидящих здесь поздравляю. Для нас это действительно большой рубеж, как здесь у нас сказал наш автор. Возможно, эта книга
не всех охватило, но это был дан старт другим. После этой книги еще лучше будет написано, я думаю, еще больше объемнее. Уважаемые делегаты, разрешите вернуться к нашей научной работе теперь. Значит, Можно одну минуту. Да, для поздравлений. Я Кайтмова Варисаля, я являюсь руководителем Центра Ольговедения Института Востоковедения Республики Казахстан. И я хотела от научной конференции и с изданием замечательной книги Ольгы Кыргызстана. И я хотела вручить от нашего центра наши последние издания вам. А сейчас, уважаемые гости, слово предоставляется почетному академику нам Кыргызской Республики, доктору философских наук, профессору. Уважаемые участники конференции, я сжатой текстной формой буду излагать свой доклад по теме. Вклад уйгурских ученых Кыргызстана в развитие общественно-политической и философской мысли уйгуров. Здесь некоторые товарищи шутя говорят, уйгуры только занимаются торговлей и пищевой промышленностью. А вот в книге долго говорим об уйгурах, показано всесторонний вклад уйгуров в развитие экономики, культуры, науки Кыргызстана, в том числе и философии. Народы Востока играли большую роль в развитии науки, культуры, искусства, литературы и так далее. Антиевропейцы говорят, восточные народы не внесли никакой вклад в развитие общей мировой культуры. Отрицали роль уйгуров в развитии науки, техники, мировой культуры. Например, дореволюционный историк в своей книге очень истории скотчик уйгуров говорят, что уйгуры вообще никакой роли не играли. А сама жизнь показывает, что уйгуры, как и другие народы Востока, внесли большой вклад в развитие Центральной и Восточной Азии. Опять об этом известно по истории, историки, литературы, вообще деятели культуры об этом конкретно говорили. Уйгуры с древнейших времен стремились внести большой вклад в общемировую культуру, внесли свой вклад в развитие мировой техники, науки, культуры, в частности, философии. Вот это вклад кыргызстанских уйгуров в развитии общественно-философской мысли уйгурского народа. Вот так вот вкратце разрешите меня изложить эту тему. Уйгуры древнейший народ. Уже скажем, об этом многие товарищи приветствуют древнейший народ. До первобытном обществе возникали элементы философского мышления и логика отражения. Элементы только. Некоторые слова возникали философские слова, бытия, сознание и так далее. Но тогда не было систематических изложений философской мысли. В дальнейшем постепенно уйгуры
Кыргызстана, в том числе и телом нашей Родины, Уйгурстана, принесли большой вклад. Вот как раз я хочу излагать это. Средний, ранний средневековье, выдающиеся мыслители народов, тюркских народов, нанесли большой вклад в развитие. Это объектно можно говорить о деятельности, о жизни и трудовой деятельности двух выдающихся мыслителей. Kelim arkadaşlar, Махмуд Кашгари, известный, трехтомное сочинение написал. Тогда европейцы, которые стали родной культуры, не знали, что такое баня. Что такое баня, не знали. А здесь развивается наука, в том числе и философия. Была самая мудрая, мы гордимся их вкладом, которые внесли большой вклад в развитие науки. Но вместе с тем они излагали философские проблемы этики, эстетики, науки и практически осуществляли это мнение. Кроме этого, в Средневековье возникли и большие ученые, которые внесли свой вклад в развитие средневековой философии. В развитии философии надо отметить, большую помощь оказывали ученые философы Кыргызстана. Алтыншбаев, известный все знают Алтыншбаев. Я являюсь его учеником. И другие там, их пересечет времени нету, Алтыншбаев. В связи с созданием института философии, а институт философии был создан полвека тому назад. Полвека тому назад. В 1964 году. Созданием института философии развивается и философия как наука. Концепт. Сесвидар, 50 начало 60 годов. И я учился, работал в институте философии полвека. И вырос. Все, прошел все стадии, степени развития науки. Хорошо. В Средневековье были некоторые ученые, которые играли большую роль в развитии философии. К ним можно отнести следующих литераторов, деятелей института науки, техники. Например, наш университет брат музей. Сапкаки, Атаи, Лютви, Низали, Камуни и выдающийся мыслитель Наваи. Как известно, Наваи является представителем уйгурского народа. Вот они внесли большой вклад в развитие литературы уйгурского языка, внесли большой, развивали элементы различных философских проблем. Особое внимание уделяли развитию языка, начиная Волосауны, Кашкады, ученые уделяли особое внимание развитию тюркских языков, в том числе уйгурского языка. Например, Бюрти является царем уйгурского языка. Он доказал, что уйгурский язык является вторым тюркским языком. И они подробно излагали
на тюркском языке, а что в уйгурском языке различные проблемы. Тогда два языка были очень распространены. Это арабский язык. Арабский язык. Это язык политики, язык хозяйственников. И персидский язык. Язык прежде всего поэзии. Язык поэзии. Вот этим языком особенно любви переводил. И хорошо знал не только уйгурский язык, он хорошо знал персидский и арабский языки. Он переводил многие произведения из этих языков на уйгурском языке. И доказал, что уйгурский язык является не только хозяйственным языком, а языком и целым языком культуры и науки. Следующим методом философии является философская мысль народов